Мы команда. Имени Нургена Абдирова. Вашему вниманию экологический проект. Тему «Батарейки. Вторая жизнь». В настоящее время число продаваемых батареек растет в связи с ростом числа приборов, работающих от человека. Разнообразие марок и фирм очень велико. Батарейка доступна каждому покупателю. Исследуя все имеющие точки сбора батареек в нашем городе, было выявлено, что все они непригодны для использования. А ближайший контейнер находится в 40 километров от нашего города. Жители не могут сортировать особо опасный мусор, в результате чего в нашем городе нет мест по утилизации батарей. Цель проекта – снизить загрязнение окружающей среды через утилизацию и сбор батарей. В рамках проекта планируется установить специальные контейнеры для сбора батареек в общественных местах, школах и организациях. Проект способствует сокращению экологических рисков и улучшению утилизации отходов, что важно для устойчивого развития и сокращения природных ресурсов. Этапы и сроки проекта. Подготовительный, инициация, организационный, реализация и заключительный этап. Для реализации проекта нам понадобится: первое – контейнеры для сбора батареек. Второе – информационные материалы. Третье – призы и мотивация для участников. Четвертое – средства для транспортировки и утилизации. И пятое – рекламные расходы. Проведены беседы о вреде батареек со всеми классами школы. О пользе и вреде батареек. Квадратные, ничего не бывает. Сделав анализ пройденного анкетирования, мы с уверенностью можем сказать, что только 10% людей знают, что батарейки нужно выкидывать в определенно отведенные места, но только 3 из них выкидывают батарейки туда, куда нужно. Планируется разработать модель контейнеров для батареек в масштабах города. Контейнеры для сбора батареек должны быть яркие, прочные и устойчивые, безопасные и подходящие по размеру. Бытовой мусор – это серьезная экологическая проблема всего человечества. Просто выбрасываться в мусор, не проходя обработку, тем самым наносит огромный ущерб животным и растениям. Мы предлагаем разместить контейнеры для батареек не только в школе,